смело, свободно ставили вопросы, за что? За что выслали мою семью? Власти, говорит, в Крыму растерялись. В районах, в городах, в селах и так далее. И массово стали обращаться здесь к властям Крыма, и потом, говорит, прямо непосредственно в Москву. Им там сказали: не обостряйте обстановку, обещайте, устраивайте в гостинице и скажите, что с этим вопросом будут разбираться вышестоящие органы. Тяните время. И потом через некоторое время было дано другое распоряжение – собрать всех в Симферополе, что якобы приехал представитель из Москвы и будет давать разъяснение по конкретному положению о депортации крымских татар и о дальнейшей судьбе тех, кто вернулся с фронта в Крым. И говорит, сколько там было людей, и, говорит, всех до единого, говорит, собрали. Сам, говорит, этот театр, это в то время был дворец культуры или клуб НКВД. Там, где сейчас Крымско-татарский драмтеатр. Там, говорит, внизу, говорит, подвалы. И, говорит, всех, говорит, загнали, поместили в эти подвалы. Дальше судьба какая у них была? И, говорит, где-то в середине августа 45-го года? 45-го года. Где-то в середине августа у тебя там немножко другая дата дается. Наверное, и та дата верная, потому что расстреливали не в одночасье. Ночью этот район был окружен тройным кольцом войск НКВД. Подгоняли студебекеры. И оттуда выводили солдат, сержантов, офицеров, татар, грузили и отправляли. Значит, отправляли. Одно направление это было Ялтинское направление, по Ялтинской трассе до перевала, и оттуда выезжали под Чатырдак. Это я с их слов говорю. Другое направление Аккая, Белогорск. Третье направление это Николаевская трасса, Дубки, Ушиму район, Утараса. Говорит, всех, говорит, ночью, эту ночь, говорит, всех расстреляли. А численность была известна? Где-то около 500 человек он назвал. Он не назвал точную численность. А данные этого человека у вас сохранились? Данные этого человека, ты знаешь, я его имя, отчество записал, фамилию сынок говорит. Я даже это спросил. А вы, говорю, готовы подтвердить вот то, что сказали? Если, говорю, еще несколько человек, наших фронтовиков, вас послушают, сынок говорит, я, говорит, хоть и старый, хоть и вот в таком, говорит, положении, как ты меня видишь, но все равно я хочу еще жить. Я, говорит, знаю, что я после этого не буду жить. Извини, говорит, я, говорит, сказал только то, что вот было. Говорит, я вижу, и просто по-человечески говорит. Ко мне отнесли. Я, говорит, тоже по-человечески. Я все-таки, что он сказал, я в эту записную книжку, чтобы не забыть детали, там записал. Записал его имя, отчество. Записал. Он в прошлом назвал, я, говорит, майор в отставке. Я, говорит, фронтовик. Майор в отставке. Ну, говорит, видишь, сегодня надо положить. После, говорит, вот этой, говорит, ночи весь, говорит, Симферополь гудел, как растревоженный пчелиный улей. Но, говорит, никто, нигде, никак, ни одним словом вслух, что было ночью, в этой ночи, что происходило, и это, говорит, в течение, говорит, ряда дней происходило. Гудел? О чем гудел? Как гудел? Что говорили? Ну, говорит, все это вот утонуло, говорит, в этом гуле тревожном, боязненном. Почему у меня эти сведения не сохранились, хотя бы имя, отчество этого человека, его звание, то все. Может быть, немножко детальнее я там записывал, может быть, я что-то упустил. В этой записной книжке я записал все это по памяти сразу же.
там, в парке. Но мои записные книжки, не только мои, да вообще всех активистов движения, в первую очередь забирались во время обысков. Моя семья пережила 17 обысков в Узбекистане. Вот среди этих обысков, но кое-что, какие-то следы могли остаться. Вот, например, один из этих эпизодов, которые все-таки где-то как-то остались, это Ташкентский процесс. В книге «Ташкентский процесс»